И Общественная палата проводит обучение общественных наблюдателей. Ага. Вадим, поставь этот самый презентацию Центра избиркома. Центр избиркома поставь. Ага. Вот. И мы проводим обучение общественных наблюдателей. Ага. Вот. И большое спасибо, что вы нашли время прийти. Ага. Вот. И сейчас, в этом году, как вы все прекрасно знаете, предстоят большие, важные исторические выборы сентября 2023 года. Вот, и коротко о значении выборов, вот презентация Центра избиркома. Вот здесь 60 избирательных кампаний запланировано в республике. Это выборы главы республики, выборы Ил-Тумена, выборы депутатов Якутской городской думы 5-го созыва, вот, выборы районного уровня, районного совета депутатов. Вот они тоже планируются и у нас в Хангаласском улусе. Вот выборы на смежных уровнях. Вот, и создаются избирательные комиссии. Вот здесь Центр избирком, территориальная избирательная комиссия в каждом улусе, городе. Вот, и участковые избирательные комиссии 793 в республике. Но кроме этого еще для выборов главы республики и Ил-Тумен будут созданы окружные избирательные комиссии. Ага, вот у нас в улусе тоже должна быть создана. Вот в прошлом году было проведено 509 избирательных комиссий выборов, вот в том числе 11 сентября прошли 484 и более 20 выборов прошли в течение года. Вот есть ассоциация «Независимый общественный мониторинг», которая мониторит выборы в России. Вот я являюсь этим независимым экспертом этой ассоциации от Общественной палаты Республики Саха-Якутия. Вот, и в прошлом году вот мы практически месяца 3 каждые выходные у нас были выборы в республике. Поэтому вот Алена Булгакова, представитель независимого общественного мониторинга, член Общественной палаты России, приезжала к нам на гражданский форум, и она отметила, что Якутия, в принципе, готова к выборам, потому что у нас эти выборы идут постоянно. Так, следующий слайд. Вот. Но общественное наблюдение это сделано для того, чтобы повысить легитимность выборов. И вот история уже начинается с 2018 года. Это выборы президента. В 2020 году было это одобрение Конституции, дополнение изменений. И в 2021 году выборы депутатов Государственной Думы. Вот кто участвовал общественным наблюдателем на выборах Государственной Думы? Поднимите руки. Ага. Не так много, оказывается, да? То есть почти все новые. Ага, так, следующий слайд. Вот, но здесь изменения это... Отменены члены участковых территориальных избирательных комиссий с правом совещательного голоса, и максимальное количество наблюдателей на избирательном участке увеличено до 3 человек на один день голосования. Так, следующий слайд. Вот, и Владимир Владимирович Путин сказал, что выборы и в этом, и в следующем году обязательно состоятся. Вот здесь работа Центральной избирательной комиссии по подготовке выборов. Нарезка избирательных округов в Ил-Тумен произведена. Как вы знаете, наш Хангаласский улус разделен на 3 округа. Получилось Заречные Наслега – это Томоцкий избирательный округ. Вот, и Техтюрский Наслег и село Актемцы, они отошли в Заложный избирательный округ. То есть и Хангаласский округ, вот и все остальные наслега. Вот, но здесь видите Центральная избирательная комиссия, вот 5-й пункт. Это отдельно вот в своей деятельности они отмечают работу с Общественной палатой Республики Саха-Якутия. Следующий слайд.
Вот, и назначение выборов будет произведено в июне месяце. Вот, с 1 по 11 июня назначат выборы главы и выборов Вилтумен с 11 по 21 июня о назначении выборов районного и поселенческого уровня. Так, следующий слайд. Ну вот здесь информация, которую вы можете получить в социальных сетях от Центральной избирательной комиссии. Так, следующий. Вот презентацию сейчас мы заменим. Сейчас вот и с Центральной избирательной комиссией работа Общественной палаты постоянно проводится. Вот и здесь коротко о сути вашей деятельности. Вот, то есть избирательный процесс должен соответствовать ряду обязательных критериев. Это соблюдение избирательных прав, возможность свободного волеизъявления избирателей, равные права для всех избирателей, отсутствие дискриминации тех или иных групп избирателей, равные возможности для всех политических сил и отдельных граждан в участии в избирательной кампании. Вот и здесь наблюдение это национальное, это политическими партиями, кандидатами и общественной организацией через общественные палаты. Вот и международное наблюдение за выборами. Вот и ключевая задача это обеспечение законности, открытости, прозрачности и гласности избирательного процесса. Вот роль общественной палаты, вот она связана с тем, что в 2018 году был принят федеральный закон, согласно которому Общественная палата Российской Федерации и Общественные палаты субъектов Федерации могут назначать наблюдателей при проведении выборов в органы государственной власти регионов и местного самоуправления. Вот цель наблюдателей – это содействие реализации избирательных прав граждан и их защите в случае их нарушений, содействие общей законности организации избирательного процесса, предотвращение нарушений избирательного законодательства и обеспечение открытости и гласности процесса голосования и подсчета голосов. Вот, принципы наблюдения. То есть наблюдатель должен исходить из приоритета защиты волеизъявления граждан, необходимости защиты их избирательных прав, содействия гласности, открытости и прозрачности избирательного процесса. Но вас это касается в части голосования. Вот, и это назад объективность, вот, непредвзятость и беспристрастность. Так, следующий. Вот наблюдатель, да, как участник избирательного процесса. То есть гражданин Российской Федерации, уполномоченный осуществлять наблюдение за проведением голосования, подсчетом голосов и иной деятельностью комиссии в период проведения голосования, установления его итогов, определения результатов выборов, включая деятельность комиссии по проверке правильности установления итогов голосования и определения результатов выборов. Вот. И кто может назначать наблюдателей? Это политическая партия, принимающая участие на выборах, кандидат, зарегистрированный по соответствующему избирательному округу, и субъекты общественного контроля, это Общественная палата Республики Саха-Якутия. Вот. Полномочия ваши как общественного наблюдателя, они должны быть оформлены в письменном виде, в направлении, выданном кандидатом, доверенным лицом, политической партией или общественной палатой. Вот, в направлении обязательно должны быть фамилия, имя, отчество наблюдателя, адрес, его место жительства, номер телефона, номер избирательного участка, наименование избирательной комиссии, куда он направляется, и делается запись об отсутствии ограничений, предусмотренных соответствующей нормой. Вот, и вам надо обязательно, конечно, иметь с собой паспорт. Вот, то есть за 3 дня до выборов политическая партия, зарегистрированный кандидат, Общественная палата обязаны
предоставить список наблюдателей. Не менее чем за 3 дня. Вот права наблюдателей. Это вы имеете право ознакомиться со списком избирателей, сведениями об избирателях, подавших заявление о включении в список избирателей по месту своего нахождения, с реестром заявлений, устных обращений о голосовании вне помещения для голосования. Находиться в помещении для голосования соответствующего избирательного участка в день голосования, в период с начала работы участковой комиссии и до получения сообщения о принятии вышестоящей комиссии протокола об итогах голосования. 3. Наблюдать за выдачей избирательных бюллетеней избирателям. 4. Присутствовать при голосовании вне помещения для голосования. Наблюдать за подсчетом числа избирателей, внесенных в список избирателей, избирательных бюллетеней, выданных избирателям, погашенных избирательных бюллетеней. Это вот, когда выборы закончатся, будут считать избирательные бюллетени. Наблюдать за подсчетом голосов избирателей на расстоянии и в условиях, которые обеспечивали бы ему возможность видеть содержащиеся в избирательных бюллетенях отметки избирателей. Вот, визуально ознакомиться при подсчете голосов избирателей с любым заполненным или незаполненным избирательным бюллетенем, а также наблюдать за составлением избирательной комиссии протоколов об итогах голосования и иных документов. Обращаться с предложениями и замечаниями по вопросам организации голосования к председателю участковой избирательной комиссии, а в случае его отсутствия лицу его замещающему. Знакомиться с протоколами избирательной комиссии, в которую он направлен, и протоколами непосредственно нижестоящих избирательных комиссий об итогах голосования, о результатах выборов, с документами, приложенными к протоколам об итогах голосования, о результатах выборов, получать от соответствующей избирательной комиссии заверенные копии указанных протоколов. То есть вы имеете право получить копии. Обжаловать решение и действия, бездействия избирательной комиссии, в которую он направлен, в непосредственную вышестоящую избирательную комиссию или в суд. Присутствовать при повторном подсчете голосов избирателей в соответствующей избирательной комиссии. Осуществлять в помещении для голосования с того места, которое определено председателем участковой избирательной комиссии. То есть вы должны согласовать, где вы будете находиться, фото или видеосъемку, предварительно уведомив об этом председателя, заместителя председателя или секретаря участковой избирательной комиссии. То есть вы имеете право фотографировать и снимать видео. То есть даже это ваша обязанность. Так, следующий. Вот что не вправе делать наблюдатель. То есть вы не должны заменять членов избирательной комиссии. То есть вы не можете выдавать избирателям избирательные бюллетени, не должны расписываться за избирателя, в том числе по его просьбе в получении бюллетеней. Вот заполнять за избирателя, в том числе по его просьбам, бюллетени не можете. Предпринимать действия, нарушающие тайну голосования. То есть, например, избиратель в кабинку зашел, вы за ним тоже заходите. То есть такого никак нельзя себе допускать. Нельзя. Принимать непосредственное участие в проводимом членами избирательной комиссии с правом решающего голоса подсчете бюллетеней. То есть вы просто со стороны наблюдаете, как они считают. Совершать действия, препятствующие работе избирательной комиссии. Проводить агитацию среди избирателей. И участвовать в принятии решений соответствующей избирательной комиссии. Так, следующий. Вот типы, виды нарушений. Так. Вот при организации голосования, да, то есть две категории. Это которые влияют на итоги голосования, нарушения, и нарушения, которые не влияют на итоги голосования. Следующий. Вот что влияет на итоги выборов, на волеизъявление граждан? Это голосование избирателей по подложным либо недействительным документам, удостоверяющим личность, как правило, за других избирателей, или с включением такого избирателя в список избирателей дополнительно. Фальсификация подписей избирателей в списке избирателей. Вброс избирательных бюллетеней, пачки бюллетеней в ящик для голосования. Выдача бюллетеня избирателю, исключенному из списка избирателей в связи с подачей заявления о включении в список избирателей по месту нахождения на другом избирательном участке. То есть человек сказал, что он уедет, его не будет, а потом он приходит. То есть
тогда это вот нельзя выдавать ему, да? Подкуп избирателей, предвыборная агитация в помещении УИК и прилегающая к нему территории. Многократное голосование избирателей, в том числе по документам, удостоверяющим личность членов семей, либо других избирателей. Вот массовое заполнение бюллетеней для голосования вне кабин для тайного голосования, демонстрация бюллетеней за контроля их заполнения, фотографирование заполненных бюллетеней. То есть сейчас же требует иногда, вот, например, фотографировать, а это как бы нарушение тайны голосования. Массовый вынос бюллетеней из помещений для голосования и нарушение порядка голосования избирателей по месту нахождения, а именно выдача бюллетеней избирателю, подавшему заявление, при его отсутствии в списке избирателей без проведения проверки. То есть в день выборов, когда люди подходят, надо их проверять. Да? Ну, то есть это комиссия будет проверять. Вот, и которые не влияют на итоги голосования, нарушения. Несвоевременное открытие, отсутствие увеличенной копии протокола, наличие карандашей вместо ручек в кабинках для голосования, отсутствие урны для надомного голосования на видном месте, отсутствие реестра при голосовании при надомном голосовании. То есть, как я уже говорил, то есть все должны заранее подать заявление на надомное голосование, и должен быть специальный список. Если этого списка нет, это является таким несущественным нарушением. Не продемонстрирована, не проверена работа КАИП. То есть это перед началом выборов должны проверять. Не демонстрирует бюллетень наблюдателям и так далее. Вот. Какие могут быть технические недочеты и сбои в ходе проведения голосования, не являющиеся нарушениями? Это отключение электричества в ходе голосования. У нас это бывает, это отключение. Правда, в день выборов я не помню, чтобы когда-нибудь было отключение, но свет-то уходит часто. Пожар в помещении избирательного участка. Технические сбои в ходе дистанционного электронного голосования. Технические сбои в работе комплексов обработки избирательных бюллетеней КАИП. И технические сбои в работе системы ГАЗ-выборы. Вот. И технические сбои в работе видеокамеры. Наличие брака в бюллетене, механическое повреждение бюллетеня, не полностью отпечатанный текст и прочее. Техническое повреждение сейф-пакета, но у нас как бы однодневное голосование, поэтому сейф-пакетов не будет. Непредумышленные ошибки в данных избирательном списке избирателей. Поломка или неисправность ящика для голосования или переносного ящика для голосования. Вот, если будут нарушения, то есть алгоритмы верификации, это как подтвердить, что оно было или не было. Вот, верификация информации о возможных нарушениях, подтверждение, опровержение факта нарушения на основе всестороннего изучения информации о произошедшем. Вот, в период проведения голосования часто возникает в информационном поле сообщения о возможных нарушениях. Их все необходимо проверять и принимать меры. Фейки разоблачать, нарушения предотвращать. Вот. Вам может поступить запрос по проверке информации о нарушениях из штаба. То есть, потому что там, если в WhatsApp или в Телеграме будет информация о том, что какие-то нарушения идут, сразу со штаба из Якутска мы звоним и проверяем. В прошлый раз, когда была Госдума, мобильная группа нашего штаба раза 3 выезжала на разные эти сигналы о нарушении. Вот. То есть вам надо будет проверить указанные сведения и передать следующие данные. Да? То есть вы должны сделать вывод, да, был факт или не было факта нарушения. Надо сделать, от вас потребуется описание, что происходило на участке в указанное время. Но также надо будет предоставить информацию от других участников избирательного процесса, то есть это других наблюдателей, членов комиссии, если будут журналисты, представители СМИ, от них тоже. И какие действия были предприняты членами
избирательной комиссии для устранения нарушений. Вот. Ситуация на момент проверки. То есть, вот, например, вы когда передаете данные, то есть какая ситуация? То есть проблема устранена, не устранена, какие действия предприняты, ведется ли проверка, занимаются ли этим вопросом правоохранительные органы. Вот. И как вот мы уже говорили, фото, видео на момент события и на момент проверки. То есть вот ваша задача зафиксировать, если было нарушение, вот с того места, которое вы согласовали с председателем участковой избирательной комиссии, вы должны сфотографировать и снять видео. Вот. И такой простой алгоритм действий, да, то есть подтверждено, не подтверждено, зафиксировано в официальных инстанциях, то есть какие-то документы пошли, нет, да, нет, и содержит ли иллюстративное подтверждение, то есть это вы успели сфотографировать, не успели сфотографировать. Вот. И имеет ли состав нарушения и какой вот уровень. То есть вы должны будете. Вот. И ваши действия. Незамедлительно поставить известность штаб. То есть надо будет вам через бригадиров сразу поставить в известность. Бригадиры позвонят в общественную палату и передадут. Вот. Потом самому проверить информацию, удостовериться в факте, было ли нарушение закона, не было. И когда будет ответ от штаба, обратиться к председателю комиссии. Вот. И если после того, как вы обратились к председателю участковой избирательной комиссии, никаких мер не будет принято, тогда вы должны будете составить акт о факте нарушения. Следующий. Вот как проходит сама процедура наблюдения за голосованием. То есть надо прибыть до 8 часов до открытия, то есть не позднее 7:30. Вот, надо познакомиться с председателем и секретарем УИК, ну, скорее всего, вы их знаете, представить им направление, предъявить паспорт. Вот, поставить в известность о фотографировании и снятии видео. И надо будет сразу с председателем УИК переговорить о том, чтобы вам предоставили копию протокола. Вот, и чтобы вас включили в список лиц, присутствующих на надомном голосовании. То есть, когда будет выезд, чтобы от общественных наблюдателей кто-то тоже был. Так, вот, до начала голосования, да, то есть здесь есть ограничение, что и все агитационные материалы должны находиться далее 50 метров от входа в участковую избирательную комиссию. То есть, если это ближе, то надо потребовать, чтобы снять. Вот, должен быть информационный стенд о кандидатах, образец бюллетеня и увеличенная форма протокола об итогах голосования. То есть это вот образец заполненного бюллетеня, у нас получится же несколько выборов одновременно. То есть выборы главы, выборы Илтумен, выборы Улусное собрание, в тех наследах, где будут выборы наследных органов, там еще наследные. То есть от 3 образцов бюллетеней и больше. Вот, и наличие кабин для тайного голосования с письменными принадлежностями. Там вы должны проверить, чтобы не карандаши там были, а ручки. Вот, и наличие переносных и стационарных ящиков для голосования. Вот, и председатель УИК должен предоставить к осмотру все пустые стационарные и переносные ящики. То есть вы должны удостовериться, что там нет бюллетеней. То есть они чистые, то есть пустые. Ага. Следующий. Вот. Ну, здесь вам на что надо обратить внимание. То есть избиратель голосует лично при предъявлении паспорта.
Каждому избирателю выдается, ну, в нашем случае, несколько бюллетеней. Бюллетени, которые выдаются избирателю, содержат подписи 2 членов избирательной комиссии и печать. Вот, избиратель расписывается в получении бюллетеня. Бюллетень заполняется избирателем тайно в кабине. Вот, если избиратель неправильно проголосовал, то он вправе обратиться к члену избирательной комиссии, и ему обязаны заменить бюллетень испорченный. Вот, ну и вам надо держать в поле зрения все стационарные и переносные избирательные ящики. То есть вы должны стоять в таком месте, чтобы видеть, ну, практически всю территорию, да, избирательной комиссии. Ну и вы должны контролировать отсутствие агитации, чтобы никто не агитировал. Вот. Ну, на что надо обращать еще самое такое внимание, это чтобы не было вброса бюллетеней, вот, организация карусели, вот, прямую и косвенную агитацию и голосование за других лиц. Так. Если поедут, например, голосовать вне помещения, то наблюдатели имеют право ездить. И там главное, обратите внимание, что председатель УИК должен объявить о том, что будет выезд не менее чем за 30 минут. Но это связано с тем, что вас будет трое где-то на каждый избирательный участок. Вам надо будет как-то подменяться, чтобы когда был выезд, чтобы один наблюдатель поехал, а другой в это время пришел, например, и продежурил это время в избирательной комиссии. Следующее. Вот тут голосование, тут самое главное, да, должно быть не менее 2 членов УИК с правом решающего голоса. Ну, 2 члена УИК обязательно должны вот с этим ящиком ездить. Вот. И здесь вот, например, каждый переносной ящик, когда вот используют, то составляется акт, да, то есть количество бюллетеней выданных, количество письменных заявлений и количество выданных избирателям и возвращенных неиспользованных бюллетеней. То есть вот эта арифметика у вас, вы должны проконтролировать, чтобы она у них сошлась в этом акте. Вот, подсчет голосов. Вот 8 вечера председатель участковой избирательной комиссии обязан объявить об окончании голосования. Но здесь вот надо еще раз обратить внимание, что вы просто наблюдаете со стороны. И все действия совершают только члены УИК. То есть вы руками ничего не трогаете. Следующее. Вот, но здесь процедура подсчета. Да, то есть вначале идет по бюллетеням, да, подсчет и погашение неиспользованных бюллетеней, сколько у них осталось. Да? Подсчет итоговых данных по списку избирателей, сколько у них вот по списку проголосовало. Вот, потом идет вскрытие переносных ящиков для голосования, вскрытие стационарных ящиков для голосования, сортировка избирательных бюллетеней. Но это у нас обязательно, потому что, как мы уже говорили, у нас будет порядка до 4 выборов одномоментно. Вот. И подсчет избирательных бюллетеней, проверка контрольных соотношений, упаковка документов и проведение итогового заседания избирательной комиссии и составление протокола об итогах голосования. Вот. Но здесь на что вам надо обратить внимание, это то, что все данные подсчета должны заноситься в увеличенную форму протокола. Вот мы сказали, должен быть стенд, на котором должна стоять увеличенная копия протокола. И туда вот они должны вписывать. Вот, например, подсчитали столько бюллетеней, столько проголосовало по списку. И это все они должны там прямо писать гласно. Вот.
Главное, при подсчете голосов у членов избирательной комиссии не должно быть ручек письменных принадлежностей, чтобы они там галочки не ставили. Вот при сортировке бюллетеней не допускается одновременное оглашение содержания 2 и более бюллетеней. То есть, каждый бюллетень по очереди они должны сортировать. Да? И подсчет бюллетеней в пачках должен производиться последовательно. То есть, один за одним они должны считать. Вот и итоговое заседание. Итоговый протокол составляется в 2 экземплярах. Протокол должен быть подписан всеми членами УИК. Вот, протокол должен быть подписан ручкой. То есть мы карандаши абсолютно не воспринимаем. Да? И не допускается подписание членами УИК пустого бланка протокола об итогах голосования. То есть до подсчета. То есть они должны обязательно все присутствовать до конца подсчета и подписать. Вот. И тут главное, наблюдательное сообщество это должно делать действия, направленные на обеспечение избирательных прав граждан, информирование их о ходе выборов и разоблачение недостоверной информации. Мы ездим на семинары в Москву, я, к сожалению, всего один раз был, но там представители других регионов говорят, что специально к ним ездят и делают всякие провокации, то есть во время выборов. Поэтому они есть организации, которые там, говорят, финансируются, да, там и специально, чтобы работают на срыв процедуры выборов. Но у нас в Якутии, к счастью, как говорится, не каждая птица долетит до середины, как говорится, Днепра, да. То же самое в республику мало кто прилетает, и у нас таких массовых нет. И потом все-таки выборы у нас показывают, что у нас выборы идут гласно и демократично. То есть, в принципе, это основная информация о выборах, да, и